сколько в стране? Свыше 140 миллионов людей. Они все художники. Потому что любой может взять кисточку и самовыразиться. Волосы дыбом просто встают от того, что сейчас называют искусством. Ну, как обычно вот в детском рисунке бывает, да, хаотично расположенные фигуры, какие-то детали. Опять же, видим лица какие карикатурные, уши какие. Почти новый мемориал к юбилею Победы в Рыбной Слободе – дело рук тех же бизнесменов, не будем говорить скульпторов, что работали и с заинским пластиковым истуканом. Не близнецы, но братья. Если в Заинске удалось сэкономить и на скульпторе, и на материалах, то здесь только на скульпторе. Ни пластик не сгорит, да и огонь в Рыбной Слободе оказывается не вечен, но зато приглашенный нами доктор искусствоведения сгорает от стыда. Повтор, опять же, той идеи, которая была сколько лет назад. То есть нет новых идей, совершенно нет новых идей. Они разнобой, они случайные. Вот дети играют же кубики-рубики, пока они еще не знают, что из этого выйдет, и пробуют. И вот здесь на этапе пробы все как будто остановилось. Беспомощный. И вот эта беспомощность выдается за, извините, произведение искусства, и молодежь все это вот видит. Фактурные картинки, так называют это скульпторы. Это даже не барельефы, бутафория, видимость, никакой художественной ценности. Но самое то для местного бюджета, который не знает и не хочет знать, откуда растут эти разные уши, и выбирает того, кто меньше возьмет. Бюджетный вариант искусства. Так было в Заинске, так было и здесь. Отныне ценность памятника определяется его стоимостью. А мы еще удивляемся до сих пор, откуда берется в наших городах эта патология. Системный вывих. Монументальное расстройство. Посмотрите в глаза нововоронежской Аленке. Посмотрите правде в глаза. Это наше пандемическое безобразие, повсеместное. Безобразие не всегда уродливо. Зачастую это просто отсутствие образа. Если вы хотите узнать, как в Казани обстоит дело в этой отрасли с мемориальными досками, вот просто придите сюда, вот на улицу Карла Маркса, встаньте вот здесь. Вот их тут 8 штук, все разные. Образными, художественными перестали быть даже мемориальные доски на наших домах. Это то самое безобразие, которого мы теперь просто не замечаем. Ощущение, что они здесь все похоронены. Все похоронены здесь, именно на этой стене. Вот эта улица должна быть могила, да. Вот эти центры города у нас это могила. Явно заказывал их могильщикам, но мне так кажется. Но здесь точно нет никаких архитекторов, художников. Нет. Даже не подумали, что здесь само здание, оно очень красивое. Именно на наших зданиях, как нигде, видна эта разница между былым искусством и нынешней бюджетной бутафорией. В Советском Союзе этим были заняты скульпторы, архитекторы. Это тот же памятник, только на стене. Посмотрите, как тщательно проработаны некоторые детали на старых работах. Современность же мрачнее тучи. Платить не хочется решительно никому, ни скульптору, ни работникам. И вот итог. Это конец всякого искусства. Это пророческий черный квадрат. Почему-то считают, что вот подешевле, значит лучше. Это совсем не так. Нельзя превращать город в кладбище. Мы же мемориальными досками увековечиваем образ человека, который этого достоин. И почему на этом экономить деньги, непонятно. Отметить надо, денег нет. Ну, вот ты поставь, изгаляйся. Ну, ладно, ребята стараются. Кладбищикам заказывает
табличку каменную, те быстренько на компьютере пишут фамилии, быстренько надавливает компьютером портретик. Пожалуйста, получайте мемориальную доску. Какая-то комиссия нужна, работающая, независимая, такая жесткая. Ну, сейчас говорят, ну, цензура надоела уже всем. Всем цензура надоела. Это же не цензура, это порядок какой-то должен быть. Надо, чтобы была комиссия от Минкульта, от города, от управления культуры города, вот, чтобы принимали, чтобы это вот не уходило вот так вот. Хоп, поставили, как пирожки пекут, это же искусство, это не должно быть так. Комиссия, которая вроде бы как одобряет все это безобразие, вроде как бы уже существует, но показателен сам факт того, что в этой комиссии нет ни одного скульптора. Показателен тем, что комиссия эта занята вопросами совсем не художественной ценности этих изделий. Наши прекрасные мастера, живописцы, скульпторы, и без того не избалованные заказами, беззащитны еще и перед тендерами. Сложность и талант никому не нужны. Нужны, грубо говоря, пластиковые окна. И подешевле. Иногда доски куда-то уходят и как-то возникают, и даже непонятно откуда они, кто. То есть вот мы, как бы я являюсь представителем Союза художников России в Татарстане, да, то есть я знаю всех скульпторов, но там спрашиваешь, ты делал? Нет, не я. Ну, какие-то моменты такие, откуда доска взялась? То есть вот. Когда называешь цену, причем цену, ну, скажем так, среднерыночную на то или иное произведение, в общем-то говорят, что это сумма непосильная. Хотя... И все заканчивается кладбищенской доской. Да. То есть это дешево, это быстро, для отчетности вполне достаточно. Монументы в Заинске и в Рыбной Слободе тоже делали люди, совершенно неизвестные в творческих кругах. Это монументы победителям. Победителям в торгах, но не в творчестве. Так выглядит нынче наша культура. Скрытая нищета под внешним блеском. Я давно хотел вас спросить, как художника, вы рисовать умеете? Удивительно, что даже эта горячая история с Заинским памятником, похоже, ничему нас не научила. До Дня Победы осталось чуть более 1,5 месяцев, и предстоит большая работа, но памятник будет восстановлен. Ведь опять все возвращаемся к тому же. Возвращаемся к тому же, да, потому что такую все-таки монументальную вещь за месяц сделать нереально. Ну, по крайней мере, качественно сделать это нереально. Кто же должен решать, каким быть этим памятником и когда им быть? Районные власти? Может быть, республиканские чиновники? Скульптор, художник – вот кто должен это решать. Давайте во всем и всегда полагаться на профессионалов, чтобы больше никогда не сгорать от стыда. Вы умеете играть на тромбоне? А вот попробуйте. Зато это будет вот именно только ваше. Да, это именно ваше. Это будет, никто такого повторить не сможет. Это будет, я вам сразу говорю, что это будет шедевр. Хоп, поставили, как пирожки пекут, это же искусство, это не должно быть так. Михаил Любимов, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней.